никто не отменял. У нас очень много средств гигиены. Гигиена неотъемлемая часть нашей жизни. У нас сейчас принято вкусно пахнуть, да, поэтому обязательно гигиена является неотъемлемой частью каждого человека, 100%, поэтому мы пишем туда всех. Вот, вы видите тут список, кого куда можно, значит, откуда можно взять знакомых, да. Есть фраза для приглашения для тех, кто работает офлайн, да, то есть фраза для приглашения: у меня к тебе дело, когда можем встретиться. То есть я вот сама обычно звоню, именно первой фразы: слушай, у меня к тебе дело, надо встретиться, когда мы можем с тобой встретиться и где. Да, человек тому, там, не знаю, говорит: слушай, ну вот полчасика, давай встретимся в кафе, или я могу к тебе домой заехать, да, если человек, допустим, дома сидит, и нет возможности выехать. Либо ко мне в гости приезжай, либо давай вообще я подъеду, спустишься, там в машине поговорим. То есть разные способы, да, и вы своих знакомых знаете, поэтому просто вы можете использовать те фразы, которые здесь указаны, либо какими-то своими фразами, потому что своих знакомых вы знаете лучше. Вот. Далее, когда вы звоните, да, важно улыбаться. Когда вы разговариваете с человеком по телефону, важно обязательно улыбаться, да, потому что это чувствуется по телефону. Вы, может быть, сами замечали, когда вы разговариваете по телефону, да, то сами или вам задают, или вы задаете вопрос, что заболело, да, что такая грустная, то есть по голосу мы уже чувствуем человека. Поэтому обязательно важно, когда разговариваете, улыбаться. Люди любят позитивных людей, вот, и поэтому им будет приятно с вами разговаривать. Вот. Не делать долгих пауз, разговор не должен занимать более 2 минут, и мы помогаем людям определиться с датой встречи, потому что чаще всего люди не планируют, не знают, что не будет завтра, что не будет через месяц и так далее, и поэтому очень важно им помочь. И мы задаем такой вопрос: Илюка, когда тебе удобно, во вторник или в среду, до обеда или после обеда, в 11 или в 19. И, кстати говоря, это можно использовать при работе онлайн, да, потому что когда договариваетесь на скайп-собеседовании, здесь тоже важно определиться о встрече. И поэтому вы тоже можете писать, когда тебе удобно на скайп-собеседовании, во вторник или в среду, до обеда или после, в 11 или в 19, зная, когда ваш наставник или вы сами проводите скайп-собеседование, вы такие вопросы тоже можете использовать. Далее, цените свой труд. Да? Если человек не может встретиться, не может, допустим, выйти на скайп-собеседование, важно договориться о следующем звонке. Да? То есть, если вы не договорились о следующем звонке, о следующем скайп-собеседовании, вот, то, знаете, работа прошла впустую. Да? То есть, ну, чаще всего онлайн вы переписываетесь, и снова нужно договориться о скайп-собеседовании. Вот. Задача какая? Найти одного партнера, бизнес-партнера. Минимум 1 регистрация в день. Да? То есть это вот 1 регистрация в день, и через 3 месяца ваш доход 38 тысяч. Задача – помочь решить жизненные проблемы, осуществить мечту. То есть в рекрутировании я вам рекомендую прочесть книгу, значит, «Система мотивационного рекрутирования». Потому что, знаете, с возрастом люди очень часто забывают свои мечты, да, исходя из реальности, исходя из зарплаты. Им кажется, что все уже невозможно. Я сама была в такой ситуации, вот зарплата, потому что когда я в свое время посчитала, сколько мне нужно на ремонт моей 4-комнатной квартиры, да, то я поняла, что я даже при жизни не успею накопить. Это 10 лет не есть, не пить, откладывать свою зарплату. Вот, и, ну, чтобы сделать ремонт, какой хочется, да. И получилось, и мне вот стало просто как-то не по себе, стала искать возможности. Поэтому вот чаще всего люди в таких ситуациях, да, и нужно разбудить их мечту, а для этого нужно знать, как это делать, и обязательно изучить книгу «Систему мотивационного рекрутирования». Рекомендации по работе со списками имен. Да? То есть, когда вы пишете список, то даже те, кто работает онлайн, вы все равно так или иначе в жизни общаетесь с живыми людьми, да? Поэтому вы тоже можете это использовать. Да? То есть активно это те, кто, знаете, я бы так сказала, активно это те, с кем вы общаетесь, и после этого у вас вырастают крылья. И вам хочется горы свернуть, да? Вот поэтому вот их вы помечаете буковкой А. В это особо ничего не надо. Ну, знаете, так сказать, я и так живу не хуже других, вроде все у меня нормально. Вот. Помечайте таких людей буковкой Б и буковкой С, пессимисты и негативщики. То есть это те, после общения с которыми, знаете, настроение падает. Кажется, что
ну, все плохо, ничего невозможно, вы таких помещаете буковкой «С». И, знаете, старайтесь, чтобы люди из категории А хотели с вами общаться. Для этого я рекомендую встречи вживую проводить со своим наставником, вообще со своими близкими родственниками. И с категории А проводите вместе встречи с наставниками, потому что родственники, они знают вас, что называется, с горшка, да, знакомые, друзья, и вдруг вы им предлагаете какой-то серьезный бизнес, у них не совсем это укладывается. Поэтому лучше пригласить своего наставника, посмотреть, как он проводит такие встречи, и уже потом вы будете своими людьми проводить такие встречи для их близких и знакомых. Вот. Ну, а значит, с категории Б вы можете сами проводить, с категории С, ну, здесь, как сказать, если совсем они не соглашаются, лучше с ними перестать общаться. Такая вот рекомендация, да? Вот. Ну, я уже говорила, что проводить встречи с наставником важно самому научиться и проводить, прослушать то, как проводит встречи наставник, минимум 5 раз надо. Вот. Далее, через продукцию Wellness, да, опять же, цель найти бизнес-партнера, одна регистрация в день и задача влюбить в продукт. И также прослушать минимум 5 раз, как проводит эту встречу наставник. Помогать ему на этих встречах, спрашивать, чем могу помочь, да, то есть какие-то уже функционал какой-то взять на себя, например, провести тестирование, записать данные и так далее. Да? Вот, и записать, как рассказывает наставник, и также начинать рассказывать. Вообще я рекомендую, знаете, когда вы проводите встречи с наставниками, записывать их аудио, да, то есть я записывала обычно на аудио, и потом слушала, если в машине слушала, домашней работой занимаюсь, да, допустим, там на кухне слушаю, да, и вот таким образом очень легко запомнить, что и как нужно говорить. Да. Ну, это вот, как сказать, моя методика такая, вы можете использовать свою. Дальше. Через косметическую продукцию. Если ваши наставники работают офлайн или совмещают, проводят мастер-классы, вы тоже можете начать проводить их сначала с наставником, а потом уже и сами. Цель тоже найти бизнес-партнера, одна регистрация денег, любить продукт. Да, потому что некоторые приходят на красоту, а потом уже заинтересовываются бизнесом. Далее. Помните, что звонок по телефону, wellness, мастер-класс, переписка в соцсетях – это просто повод пригласить на встречу, чтобы рассказать о том, как они могут изменить осуществить свою мечту. Мечту быть успешной, быть красивой, быть здоровой, да. То есть это все повод для того, чтобы сказать все возможности нашего проекта. Вот, поэтому, когда вы работаете офлайн, кого приглашать? Это ваших знакомых. Куда приглашать? В офис, домой к себе, в гости идем, в кафе, на скайп и так далее. Возможно, варианты, да? Когда есть график проведения встреч, либо график проведения скайп-собеседований, и минимум 300 встреч, презентации в самое ближайшее время нужно провести. Да, вот именно вам самим, потому что это приведет вас к той цели, которую вы себе наметили. Далее. Варианты. Если вам ответили, да, я хочу бизнес строить, да, то вы договариваетесь о том, когда пригласить следующего человека, когда принесешь список имен, жду тебя. Да. Если вам сказали нет, не готов, хорошо, обязательно сделаем его клиентом. Это для тех, кто работает онлайн, и вам это поможет, как сказать, сделать 150 баллов, да, и более, и взять список рекомендаций, которые вы тоже будете обзванивать, если мы уже говорили, как это можно сделать, вот таким вот образом, да, и онлайн, да, то есть работа онлайн. Что здесь у нас? По работе онлайн хотелось бы сказать следующее, да, вы видите тут статистику, нужно быть готовым к этой статистике, и здесь я хочу привести такой пример, да, вот, смотрите, здесь очень важно, когда вы работаете онлайн, тоже определиться с тем, где вы будете работать, да, и, значит, ну, это может быть ВКонтакте, Facebook, Twitter, Одноклассники, то есть любые социальные сети. Очень важно, основное правило, сейчас, минуточку, основное правило, да, это сделать
свою страничку интересной. Акцент на интересной страничке. Вот личный, да, ваш личный бренд. Никаких каталогов на страничках не размещаем. Подача информации грамотно о бизнесе, о том, как человек сможет заработать в бизнесе. Никакого предложения купить, продавать, да, акцент только на белой зарплате, официальном трудоустройстве, без продаж, без денежных вложений, без уговариваний и без впихивания. Вот это важно, да, потому что почему не говорим вообще о Oriflame, когда работаем через интернет или работаем даже со знакомыми или незнакомыми? Потому что так уж случилось, что, когда Oriflame пришел на наш рынок, да, очень многие кинулись продавать, сложилось такое мнение, да, поэтому лучше не говорить. И когда люди знают все полные возможности об этом проекте, да, то тогда люди меняют мнение, и многие присоединяются. Да? Поэтому важно оформить свою страничку, потому что когда вы делаете предложение в социальных сетях, люди, конечно, посмотрят на вашу страничку. И они посмотрят и увидят, что, допустим, интересная страничка или нет, есть смысл присоединяться или нет. Вот здесь вот очень важно. И когда вы начинаете переписку, да, то есть отвечать на возражения, сомнения, то есть выставить доброжелательные отношения, не спорить ни в коем случае. Таким вот образом, да, нужно работать. Далее, со знакомыми в социальных сетях тоже рекомендую работать, да. И, кстати говоря, вот вернувшись к социальной страничке, да, к своей, я бы вам порекомендовала посмотреть фильм «Семейка Джонсов», да, то есть как это вовлечение собой, своим образом жизни, как ее лучше оформлять. Да, то есть там такая мелодрама, но вы посмотрите с точки зрения ведения бизнеса, с точки зрения увеличения людей в свой бизнес. Вы много что возьмете для себя из этого фильма. Семейка Джонсов. Как работать со знакомыми в социальных сетях? Ну, например, я тоже работаю онлайн, совмещаю, да, и работаю со своими знакомыми. В свое время, когда я училась, еще в советское время, в нашей группе были со всей территории России тогдашней, да, СССР, в нашей группе были тоже студентки. И вот я вспомнила о них, мы дружили в социальных сетях, да, ну, как-то так вот общались, привет-привет, днем рождения и так далее, да, когда фотографии какие-то интересные. Вот, но теперь я уже стала писать целенаправленно. Я пишу: Света, привет, давненько не виделись, как твои дела, какие новости. Вот. Но она отвечает, там идет переписка, да, и так или иначе всегда заходит разговор о том, где работаешь, да. Ну, допустим, я проработала 10 лет в медицине, и вот мы учились вместе, я спрашиваю: работаешь ли в медицине, как твои дела, по фотографиям там что-то смотрю, да, лайкну, например, и заходит речь, да, там работаю там-то, да, что-то там не очень-то все хорошо, вот, и тогда я начинаю делать предложение. Да, кстати, у меня есть работа, у нас сейчас идет набор менеджеров, администраторов интернет-магазина, все официально, белый доход. Может, у тебя есть в окружении знакомых людей, кому нужно будут деньги, или кого заинтересует такая возможность. Да? И вот, знаете, одна курсница ответила мне: а что за работа, может быть, я сама заинтересуюсь. И в итоге оформила свою невестку. Вот. Другая однокурсница, она, кстати, живет в Дагестане, другая однокурсница с Украины, да, то есть она тоже заинтересовалась, сказала: а что за работа, да, что что предлагать знакомым, да, что за работа. Я ей скинула ролик, она посмотрела, она ничего не поняла из этого ролика, говорит, такое ощущение, что лохотрон. Я говорю: нет, это не лохотрон. И вот, знаете, мы договорились с ней тоже через скайп пообщаться, да, ну, такое своего рода скайп-собеседование. Вот, и когда мы по скайпу пообщались, да, я ответила на все ее вопросы, она заключила договор. Да, то есть, знаете, работать со знакомыми в сетях тоже рекомендую, потому что есть уже доверие, люди вас знают, и вам не нужно там очень со многими возражениями работать, да, потому что люди уже вам доверяют, люди вас знают давно, поэтому не забывайте своих знакомых, может быть, таким текстом, может быть, с другим, вы уже там сориентируетесь по ситуации. Вот. Пока не знакомы в социальных сетях, да, здесь важно оформить социальные странички, да, причем если вы работаете еще с незнакомыми и только онлайн,
ребята, настройтесь на большое количество действий, на очень большое количество действий, я бы даже сказала, да, потому что здесь важно именно взять количеством. Да, этот результат через онлайн делается большим количеством действий. Поэтому вы заводите 3-4 странички в социальных сетях, оформляете их, интересно, да. Вообще страничка должна быть оформлена, знаете, в таком стиле красивая, интересная жизнь. Да? То есть вот вы можете посмотреть у наших партнеров, как у них оформлено, например, Саша Алексеев, Олег Плешков, да, вот они особо у них хорошо, Александр Ананев, у них особенно хорошо идет рекрутинг онлайн. Ну, там и у других, я думаю, что со многими вы уже дружите. Вот поэтому из каждой странички, например, есть, можно отправлять по 40 штук приглашений в друзья без текста. Просто добавить друзья, добавить друзья, добавить друзья. И вот здесь люди, прежде чем добавить к вам друзья, конечно, они зайдут и посмотрят вашу страничку, да. И здесь вот важно, чтобы она была оформлена красиво, интересно, да, чтобы человеку захотелось присоединиться к вам. Вот. И в зависимости от того, что человек на страничке, пишем приветствие или комплимент. Да? То есть, например, приятно подружиться с таким позитивным человеком, как вы, откуда черпаете столько позитива. Или у вас очень интересная фотография, в какой стране были. И в конце задавать открытый вопрос. Да? То есть открытый вопрос, ну, например, в какой стране были. Да? Открытый вопрос, нельзя на него ответить да или нет. Да? То есть была-то там-то, там-то, да? Если человек идет на общение. Да? И вы здесь поймете, идет человек на общение или нет. Вот, откуда черпаете столько позитива, да, например, тоже человек либо ответит, либо нет. Поэтому обязательно важно вот таким образом общаться. И, конечно, тоже потом уже, когда вы выстраиваете таким образом отношения, да, то есть вы уже можете, как сказать, дать информацию. Или связаться по скайпу, да. Ну, можно, конечно, переписки давать информацию, но это менее эффективно, чем, допустим, связаться по скайпу. По рекомендациям, да, вот, например, здесь можно звонить по рекомендациям своих знакомых, которые, допустим, дали вам их, да, либо вживую. Также можно, в принципе, писать по онлайн, да, например. То есть, ну, если вот звонок, да, то есть звонить по рекомендации такой-то, поговорить, значит, удобно вас сейчас говорить или нет. Вот. И говорю, у нас новый онлайн-проект, как сказала, что вам это могло бы быть интересно. Я хотела бы скинуть вам информацию, если вы в социальных сетях. Он говорит, да, конечно, есть. Где ВКонтакте, в Одноклассниках, и там, вы чаще бываете. Да, и я уже сразу же вот сижу за компьютером, сразу нахожу человека, скидываю информацию, например, сайт удвоения, либо ролик. Человек смотрит и уже говорит, да, мне интересно, либо нет, не интересно. Вот, и я говорю, что я вам отправляю информацию, зайдите на сайт, посмотрите ролик, он идет всего 15 минут, да, потому что никто думает, что ролик большой, и не смотрит. А когда пишешь, получилось ли посмотреть ролик, пока нет, или он идет всего 15 минут, некоторые сразу же просматривают, там дают ответ. Вот. Таким образом, также вы можете писать, например, да, допустим, вы со своим знакомым пообщались, да, человеку, может быть, это неинтересно, вы можете что сказать. Слушай, а у тебя есть знакомый, кому могло бы быть интересно, кому нужны деньги, да? Человек говорит, да, допустим, есть, и вы уже говорите, что можно я, либо он дает рекомендации, либо если он там, ну, я не знаю, да, вы смотрите у него друзей и говорите, а можно я там среди твоих друзей поищу, может быть, кому-то это было бы интересно, да? И человек разрешает, а вы с его друзьями уже начинаете вести переписку. Даже того имени, что он сказал, что могло быть это интересно. То есть важно договориться, потому что эти люди все равно будут списываться со своим другом, да, и говорить нам, а что это за человек, что там пишет, да, чтобы он тоже был в курсе. Вот это очень важно. Вот также можно работать по рекомендациям в социальных сетях. Помните, рекрутирование – это количественный показатель, именно количественный. И здесь можно сделать результат только за счет большого количества действий. Здесь уже не так важно качество, конечно, важно правильные фразы говорить, да, правильно подавать информацию, но все-таки, поскольку тем более в онлайн работаем с незнакомыми чаще всего, да, то важно здесь именно брать количество. Выбрали какой-то вам понравившийся текст и рассылаете, и переписываете. Выбрали какую-то методику и делаете. Вот это очень важно, именно количество. Онлайн также цель найти одного бизнес-партнера. Минимум одна регистрация в день. Вот.
задача объяснить, что рекрутинг с помощью интернета – это просто. Это на самом деле просто. Ведь это же просто сделать 40 кликов, да, по сути дела. Добавить друзья, выбирайте какую-то понравившуюся фамилию, добавить друзья. Это очень просто, просто это нужно делать каждый день. И статистика такая, 100 собеседований в Skype перепиской, 30 регистраций, а собеседование голосом 50 регистраций. То есть, знаете, когда работаете вживую, вы смотрите, человек на вас смотрит, вы видите реального человека, и уже больше доверия, поэтому здесь более эффективно. 50 контактов по теплому рынку знаком, 30 регистраций. Блогом с сайтом 1-2 регистрации. Вот. С незнакомым вообще из 100 регистраций 2 бизнес-партнера, и вы директор. 10 регистраций по теплому рынку, вы уже директор. Вот, один директор, да, то есть вот такая вот статистика, поэтому вы эту статистику можете учитывать, да, и рассчитывать, эта статистика для чего нужна, то есть вы выбираете метод, смотрите статистику, и вы уже можете рассчитать то количество действий, которое вам нужно сделать для того, чтобы достичь результат именно тогда, когда вы его запланировали. Поэтому очень-очень рекомендую, чтобы обязательно использовать эти цифры, все-таки бизнес – это цифры. И также обязательно на такие вот вебинары сами заходите, но еще важно, чтобы ваши партнеры заходили. Я вижу, знаю, что здесь уже многие стали партнерами нашего проекта, да, поэтому ваша задача сейчас все, кто к вам присоединился, значит, сделать так, чтобы они заходили на наши вебинары. И здесь тоже настроиться нужно на большое количество действий, потому что если вживую, когда мы приглашаем по телефону, люди, ну там 2-3 раза пригласишь, и человек все-таки дойдет, да, до офиса или согласится на встречу. Вот онлайн, тем более незнакомые, ну как практика показывает, до 7 раз нужно напоминать, приглашать, чтобы человек пришел. Да? Но это того стоит, потому что вы видите, если здесь 15 ваших партнеров проходит обучение, да, вы менеджер, и доход ваш 10-15 тысяч. Если 25-30 человек, то вы директор, и ваш доход больше 40 тысяч. А если 100 человек и выше, то топовые лидеры, доход ваш 80 тысяч и выше. Поэтому это тоже обязательно учитывайте. Вот. Ну и залог успеха – это, конечно, система. Системное рекрутирование, системное обучение, системные действия, системная онлайн-работа, офлайн-работа. Да? То есть вот онлайн, чем хорошо работает, то, что вы работаете дома, мы работаем дома, мы ни от кого не зависим, да, сами все решаем. Но в этом есть и подвох, да, очень часто бывает так, что тот начальник зеркале, да, то есть мы сами делаем себе поблажки. Вот просто выставите свой график, и 80% времени, даже так вот я бы сказала, 60% времени у вас должно уходить на рекрутирование, если вы новичок, у ваших новичков, 20% на обучение и 20% на значит, на сопровождение, да, ваших людей, то есть этому тоже нужно научиться. Вот. Ну а если вы совсем-совсем новичок, да, то 80% времени это рекрутирование, то есть это приглашение онлайн, офлайн, то есть тем методом, который вы выбрали. Вот таким вот образом. Я желаю вам успеха, роста, да, тем более 17-й каталог, он, что называется, ударный, да, то есть можно ударно поработать для того, чтобы увеличить свои доходы, сделать новое звание, да, потому что сейчас люди все равно будут делать подарки. И нам сейчас именно такое время, когда те, кто присоединяется в наш проект, видя, как быстро растет товарооборот, они остаются. Поэтому я желаю вам роста 80% на рекрутинг каждый день, чтобы у вас были партнеры и новых званий. Если есть какие-то вопросы, пишите, я обязательно отвечу. Вот. И настройтесь на большое количество действий. Если нет, спасибо всем большое.